Блин, вайндар түшірем тебе бет. Біз қолақтарымды туңдырып бітірдім. Қолағымды туңдырдым. Подождите, сейчас я пройду. Қолақтарымды туңдырдым, күттерімді туңдырдым. Но самое главное это результат, понимаете? Самое главное, біз дұрт вайн түшірдік. Вот когда мен вайндар түшірем, мен прямо көңіліме шул қадарым рахат болып қала, как будто какой-то груз у меня пропал, упал. 4 вайна, да? Эльвина, 4 вайна же отсняли? Да. Все успели. Да. Вообще, куттарды туңдырдық, ашапты өлгірдік, эсипті өлгірдік, чуть с Эврена нас не выгнали. Кстати, вот спасибо большое Эврену, который находится... Где находится он? Проспект Октября 120. Да, спасибо. Балдарын ашап қарайым әлі, уже бал ма, типа? Бал тәлі бар? Какой-то странный бал. А еще лайнка сиропка. Оста! Был бал, что ли? Ашап қарайлы. Оста! Это типа что, бал? Просто сироп? Это какой-то сироп трол, это бал трол. Доктор Мон, точно, бляха-муха, Короче, мы решили, что Эльвине не идет образ халат. Интеллигентный. Да, она теперь, у нее новый образ, она интеллигентная училка. Вот, а я техничка. Сетка, который. О, короче, прикиньте, Урал мне вот эти вот, вот этот микрофон доктор, представляете, мы купили тройня Валберста. Купили тройня или Валберста? 30, короче. 30 тысяч. А меня Урал по знакомству өзінің таныштарынан әлі қайдан заказать было? Не отсюда, короче. Не отсюда, короче. Әлі қайдан, сетяқтан заказал намного дешевле. Прикиньте, вот эти вот микрофоны. Ух ты, смотрите, какой он, сумочка вообще. Наконец-то у меня микрофончики. Блин, круто, конечно. Прикиньте, я на новый уровень вышла. У меня микрофон теперь есть. Я хочу вот так вот на палец ставить и рассказывать. Типа я ведущий. Ты, бляха-муха, какие крутые. Слушай, на крохот, наверное, Ты научишь потом меня пользоваться? Есть шайба, наверное, да? Ну, можно вот так, короче. Обычно вот так берет. И есть такая штука, вот, калькулятора, она магнита бар. Если стенд кегда кемга и чик-то короче, разные функции. Прикиньте, и на магнитиках, и на прищепках. Вообще круто. Я камень бы наюгал, такой мальчик, боже, это же не дешевая, блин, штука. Не потеряется. А как заряжать его? Это уже кейс заряжает их. Да? А вам надо просто вот Type-C напоягать, да, заряжайте. Вот тут получается индикатор. Вот тут пока видите, нету, да, вот зарядка это. А бұлардың зарядкалары бар. Короче, если кому подешевле нужны вот такие наушники, пишите Урала. Сейчас доктор Эльвина поделится опытом после операции, какие у нее были минусы и какие плюсы. Грибыдан сон, конечно, все-таки тяжелый пищевой. Плюсы, мимбитин скинула 38 килограммов. 38 килограмм ты за сколько скинула? За 7-8 месяцев, наверное. Плюс в том, что мен электритинде билялы кадры постоянно тутубалса все. Ояклары ортай, ояклары тикать етейін. Көздер мұндай бетінде гүл шешіндірейді. Ну, вообще постоянно в депрессии была, потому что семергеннен семіресің, башта в депрессии ошисың, рахаттанып успокаиваешься, и опять потом, не, мен шуға ошадым, менде опять семірем, менде деп, депрессиядан депрессияға шуға. Ну, у меня такого не было, доктор, я не была в депрессии. Ты вообще же не комплексовала. Я жрала и радовалась, мне было вообще хорошо. Ол не комплексовала. Не, мен надо айтмадым, резекцияға барғанда. Әлі енді метем, сен бет не комплексовала демен. И мен сен барсың вообще ойламаған ем, ұшанмаған ем. Да? Беттеш бұл бір мәлі решилась, метем, бұл по-любому күнінде қазір передумайды. Штатты, как видите, қазір ана. Жиршықтар тұрында пустясынар. Әлікі толстушка, жирная, похудей, нәмәкет безар. Никогда айттым бетінде бір. Никогда кішіға не угодишь. Главное, чтобы ты себя хорошо чувствовала. А какие минусы после операции? Минусы
шешник қойылды, это Ну, ужасно туфтаны. қойылды. Ну да, хазір Аллаға шүкір енді вот такие древние стайлиген. Пейте коллаген, девчонки. Да. Вот скажи, коллаген же вообще все стоит. Ну, мен шоңырдан мына көрем, потому что мен алай коллаген әлі ішмейдім, после операции бітінде постоянно коллаген ішірем, потому что шоңа коллаген іше башладым. Бір ярты ел, наверное, нық халсіз, постоянно йоқал келіп жүрді, все-таки организмға стресс бітінде, но это тоже Кстати, вот переживет. Эльвина тоже шла от меня Юляне, когда говорила вот после операции хин бір ярты ел хәлһез буласақың, тебе тяжело будет, короче, тебе не будет сил. Вот так Эльвина когда сказала, да, я такая думаю, блин, наверное, у меня тоже так же будет. Нифига. У меня я уже восстановилась где-то через 2 месяца. Вот 2-1,5 месяца я восстановилась, и я вообще порхала уже как бабочка. Мне вот 2 месяца хватило. Ол ошағаш әлі де бывает ол. Нақлап ошасың, ойыта уже. Можно меня просто отырған жерден шойып қалып кеттерге. Кстати, қазір мен айтамын, тоже шулай. Представляете, как только покушаешь, сразу же в сон клонит, да, спать охота, вообще сил нет. И оказывается, мен әлгі вообще бледная болғанмын. Әлі 2 тапқыр капельницаға бардым да, қарым как будто загорать еткен. И прям энергия кіріп кетті. Ферритин мен әлі вообще бергенімде ғой, ойламайдым да, что оказывается, бүтін неге біледі екен. Ферритин, короче, мне тоже, значит, проверить надо. Тегі хәл жоқ, энергия жоқ, раздражительность, поры, прыщики, шеш қойылап, виш, короче, мен тіш бұзылы бітті. Тішке, оказывается, еще влияет железо. Вот так. Шоң көрі бошта ферритином бере тұрсын уже. Так что проверяйте свой ферритин, друзья. Если вы чувствуете, что вы псих, вам плохо, сил нету, значит, у вас просто нехватка ферритина, а не просто вы псих. Эльвина 100 сама у меня в операторах. Инеңнің сенің іші қалды. Қара, неме киебі? Жоқ енді, бұл шляпа не в тему, наверное. Тышта көз. Кетелі. Керек не шляпа. Яулығыңны ұра. Или вот это, или это. Лучше яулық, наверное. Не смешно. Ну, яулыки лучше. На улице дождь, и вы... Ну, это типа городская сумасшедшая. Она меня знаменитая сетка, которая подарила мне моя подписчица Дорта. Мен сетка на везде удимала бір бұл Екатеринбургтан деген сетка. Өз қолымынан швейный машинкала меня подписчица тегіп, блядь. Нифига. У нас нет смысла спрашивать, по-своему сделать. Ай-яй-яй. Лучше говорить круто. Это что-то новое. Это новый халат. Так как пацаны фарз врайды. Не говори. Это хоп сараланды. Я ушла шляпа кияхын, нағарам. Это образ ненормальной бися. Меня, конечно, не надо создавать образ ненормальной бися. Мне и так ненормальной бися. Мне и так ненормальной, поэтому... Поставь четко, вот это все одни дубли надо играть. Ну, один раз четко, у меня осталось один дубль играть. Давай, давай, ты сейчас разумеешь. И мы снимаем, получается, от начала до конца до ухода. Все, играем так надо. И то же самое повторяем, и то же самое. Я в роли городской сумасшедшей. Хотя мне городской сумасшедшую играть и не надо. Я и так деревенская сумасшедшая. Мы специально выбрали это кафе Эврен, потому что здесь есть панорамные окна. Видите? Нам именно вот такие окна нужны были для вайна. О, капец! Кушай, секунды же. Охренеть, смотрите, как шумно. Капец, бляха. Как они живут прямо здесь, дома ведь. Это же с ума можно найти. Вот такой вот гул бесконечный. Вот послушайте этот гул. Вот, слышите, да? Без конца. Клининговая компания «Миляшка Чистюлька». Ужас. Иди нахер.
Машина делает. Я поехал, не включила. Я думала, Альберт только так делает. Холодной в машине меня возит. Эльвина, оказывается, тоже машину не греет, блин. Это полезно машиналардан. Yo, парасатта, хингина қалмағайның бұнда біледі. Yo, парасатта. Мен сен Альберт түгілді. Альберт. Мы познакомились с Эльвиной 6 лет назад. Что-то мы написали друг другу, захейтили друг друга. Жоқ бармағым болмағы енді. Ну вот, короче, мы начали переписываться, и я обратилась к Эльвине, я говорю, я не умею сторисы грузить, я не умела сторисы вообще абсолютно вести, грузить, как вообще пользоваться Инстаграмом. Вот я обратилась 6 лет назад к Эльвине, и вот Эльвина меня всему научила, представляете, вот так вот нажимаешь. Не учила енді орттырма сенің біздің. Это правда? Я тогда даже не знала, как вообще делать монтаж. Представляете, я просто тупо снимала и ставила, в пост ставила. Земде білмейдірем, ты чё? Но ты все равно резать-то умела. Я же резать даже не умела. Резать. Да, мы даже не умели резать. Она вот первая научилась резать. Ускорять. Да, ускорять и резать она умела. А я абсолютно не знала. И вот она меня первая научила, прикиньте, резать и скорость прибавлять. И все, прикиньте. Вот так я и научилась. Гифлар ішерге үйренерге Да. да. Ол гифлардың да модасы бітті ха. Не говори, гивы делали, из-за гивов нас Потом? блокировали, блин. Что только не Взлетела, Миляуша пай. ты тоже взлетела, монахиня? Можно честно даже назвать, что ты мой учитель. Уфа, меня учитель. Но ты же меня много чему научила. Ты меня научила резать, скорость добавлять и грузить сторисы. Бірінде обученияларда өтмедік бит, все сами шул самоучка, нәрсенедір Милеуша бірінші үйреніп, мені үйретті, нәрсекенедір, мен аңа подсказывала. И шулай мен көтеріліп кетті, енді как-то блогер болып кетті. Да, говори. Қазір блогерлар да шурта. Біз Очень башлағанда да блогерлар көбейеді. Көбейді, Қазір көбейді. міне вообще каждый второй. Но біз башлағанда блогерлар кімдер бар, не хаманда шулар тұрып қалды түгіл. А на месте Да. сижу енді менде. Қазір подниматься сложно. Но қазір не, теге ешкіна блогерлар болса да, қойсы бірсі вообще жынық тоже быстро взлетает дегендей ме? Залетает рилслары, қойсы бірсі тоже нық қызық. Идеялы, фантазиялы ешлер хан. Ой, ештер. Кстати, біз Милеуша біле екеуміз бір преподавательда оқығанбыз. Флюра Мутагаровна сізге қайнар сәлем. Кстати, барып келерге керек оңа. Мы к ней ездили 3 года назад. Шуңа бір барып келерге керек. Давай, на моем матизике. Полдня. Қойшам барып жетеміз сенің білен. Эльвина-то отучилась до конца, закончила. Я год только. Даже не год, год и 2-й курстың половина оқыдым. И потом вышла я замуж за стерлитамакского парня. У меня же первый муж из Стерлитамака. И все, я бросила учебу. У меня прямо в голове одна влюбленность была, никакой учебы. Да, сам ты сах. В голове учебе не было места. Вот. А сейчас вот думаю, вот какого черта, что, нельзя было совмещать, что ли, замужество с учебой, что ли? Что, у меня детей, что ли, я понарожала, что ли? Заочныйға я Ну, күшмекінде. да очно укрыга была, мы же в Стерлитамаке жили. Ой, дурочка. Сейчас вспоминаю эти времена и думаю, какая же я дура была. Поступайттың ма, yok mu? Потом я поступила в колледж юридический. Я же закончила юридический колледж. Да ты что? Да. А потом поступила в университет. Продолжила юриспруденция бойынша. Бірақ әлі 6 ел таныш біз айбет шыны сұрағанда ешіткенде yok. И у меня 1 курс остался. Мен Азалияны таптым да и бросила. А то сен Опять-таки. юридическийні Да. Но бара уже опасно. Да. Мына хейтерларға, язырға, судқа бере бұл. Ты чё, из меня юрист, Аллам хақтахан такого юриста иметь, блин, ты что? Итак, короче, доктор, я пришла проверить свое зрение. Да, меня уже проверили это зрение, подобрать очки в клинику контроля миопии. Кстати, по совету моих подписчиков, врачей. Я выложила сторисы про то, что я ношу очки из Магнит Косметикса, да. Мне столько врачей и людей написали, типа, вы чего, с ума сошли? В этих очках нельзя ходить, работать тем более, потому что они еще хуже портят зрение. Мне знаете, что больше всего понравилось, что Магнит Косметикс очки, да? То, что вот эта оправа, пластиковая.
Стекло, оказывается, тоже пластиковое здесь. Но я сейчас хочу подобрать себе очки с пластиковой оправой. Üstüne отырхан, короче, все, капец очкам. А эти вот, знаете, неубиваемые, ее просто... Расстояние между глазами у вас несимметричное. Обычно в готовых очках делают одинаково. Расстояние, например, 30-30. А у вас получается, что здесь 30, а здесь побольше. 32,5. То есть вот это вот тоже при изготовлении очков нужно учитывать. Давайте проверим. короче, кривые глаза. Это у всех, так? Нет, абсолютно симметричных. Прошло 35 минут, Достар. Я до сих пор здесь сижу, до сих пор вот девушка-врач меня не отпускает. Так долго, оказывается, подобрать очки. Ты чего, каждому человеку сколько времени уделяете, чтобы очки подобрать? Ну, на одного пациента у нас примерно 2 часа рассчитано время. 2 часа? Потому что запрос бывает 2 разный. часа, чтобы подобрать очки. Из Магнит Косметикс хорошо видно было. Вот очки додали, мы пока еще не подобрали, сейчас сделаем. Нет, тот, наверное, Как да. предыдущий получше. В советское время читали, и все, очки выписали, и пошел в аптеке, купил, и Аллах Акбар. Сейчас мы проверим ваши очечки, все-таки посмотрим. Да? Да. Это которые из Магнит Косметикс? Да, такие очки, вот это такой бич сейчас современности. Бабушки, дедушки на это падки, то есть идут продуктовые, а рядом у нас что? Рядом у нас какой-нибудь там магазин. Да. Даже в пятерочке я даже сфотографировала один раз, то есть там вот эти +2, +3. Да? Конечно же, это неправильно. Там не соблюдается ни расстояние. Даже пластик может содержать какие-то там непонятные вещества. И у нас поэтому и аллергии приходят такие пациенты, говорят, тут я купила очки, а здесь у него там такая аллергия конкретно. То есть не говоря уже о зрении. Поэтому я призываю вообще всех, чтобы подбирались очки только по рекомендации доктора в специальных специализированных учреждениях. Это главный врач, кстати, главный врач этой клиники. И прикиньте, вот она говорит сейчас, Ну типа... вот смотрите, даже сейчас, вот мы сейчас определили, какие у вас очки, да? И расстояние межзрачковое у вас у самой расстояние 60, а очки вы взяли на 64. К чему это может привести при длительном ношении таких очков? К чему? Даже к косоглазию. Прикиньте, Достар! Так что не покупайте очки среди которых, это в продуктовых магазинах, среди продуктов, которые стоят. Когда очки неправильно все-таки подобраны по диоптриям, да, и по расстоянию, они обращаются к неврологу. Вот у меня почему-то голова начала болеть. И опять это все-таки группа такая подвержена этому. Это мнительное наше население, это пенсионеры, там наши мамы, папы, да, бабушки, дедушки. Поэтому очень важно осведомить своих родителей, бабушек, дедушек про то, что нужно все-таки приходить в те организации, где это делают качественно и где это должно быть. Оказывается, это серьезное дело, блин, подобрать очки. О, вот эти не жмут еще хорошо, да? А то у меня вон те очки, блин, они прямо... И потом у меня следы и здесь, и здесь. Блин, ну ты вот это слабенький. Я боюсь у них. Они этот... Я на них сяду, потом капец, блин. Зато идут Зато идут. по форме чуть-чуть, но если мы улыбаемся, ну-ка улыбнемся. Не-не-не, сели на щеки. Это такого быть не должно. Вот. А, да? Мы же башкирки, у нас же это, скулы. Это тоже надо учитывать. Конечно. Прикиньте, башқұрттардың даже скулаларын бұл клиникада учитывать талят достар. Представляете ма? Имейте это в виду. Через сколько будет готовить? Где-то неделю-полторы будет готов. Неделя-полторы. Неубиваемую оправу я специально выбрала. Потому что менің теге железный еще барыне, ошондай теге очкиларым оқи тұрған, evet. И постоянно, үстіне отыр, постоянно ремонтлатайын. И я на этот раз решила прям, был мощный, көрініп тұра. И меня стильно очень идет. Мы просто обожаем переезжать и без конца делать ремонты. И вот почти все дома достроили, и делать нам было нечего, и мы решили в нашем доме, где живем, опять делать ремонт. Вот, Достар, смотрите. Мы красим стены. Мы теперь там блаймали. Альфи. Альберт, сен хоть бір неме келіп бұнда іште өрген бұл оятта. Немеке оят енді білені. Ну хотя бы бір неме шында біз мыз ете өрген бұл. Обманывай. Кішілер алдында оятта. Вот айтыр қостығын істете өде іштемейді. Короче, почему мы красим стены, Достар? Потому что, вот смотрите, разницу, не знаю, камера передает. О, передает. Вообще капец передает. Альберт, харали? Обалдеть! Смотрите, вот это мы красили 3 года назад. Мы же 3 года живем, да? Ровно 3. Ровно 3 года назад мы красили стены, и он уже выцвел. Это краска, вот постоянно вы спрашиваете, друзья. Альберт, куда ты красками? Ой, афуйтает, доктор. Какой краской мы красим? Итак, друзья, вот запомните, мы красим вот такой вот краской. А хотя бы на тошнде алманды. Сине-жини. Хайда о? Ну я думал, сине-жини только не лезла, а Альфред Давидов. Эй, И вот блин, цвет элементы, крышка. 101. Вот 101 цвет
Снеж, иней. Вот он. Вот он, вот эта сторона и вот покрашенная сторона. Вот такой вот цвет бывает. И не выцветает. Ай, какой не выцветает? Выцветает еще как-то, но этот за 3 года где-то выцветает. Вот это держалось 3 года. Каждые 3 года придется красить, дорогие друзья. И теперь вот сейчас как покрасим вот это все, да, потом уже будем менять шторы. Альфер, что будем делать с этой стеной? Ну, вот с этой. Альфер. А? Альфер. Не. Не можем мы больше смотреть на эту стену. Пожалуйста. Ой, хоть ты пташтаринде, вагон кокаринде. Как раньше. Кухнедадамын. А? Кухнедадамын. Немештай? Кухнедадамын. Я кухняла, ты что, матурдагал? Ну, уж стена, прямо это невозможно же просто. Или вам, дорогие друзья, нравится это? Вот эта стена. Нам уже не нравится. А, кстати, я же забыла показать достать. Мы же вот эту стену-то убрали. Вот, смотрите. Видали? Какая красота стала. Рахат болып қалды, Альберт. Қуанды тамайым. Уже стена просто раздражала нас, если бы знали. Я уже когда в зал заходила, вообще не смотрела на эту стену. Старалась ее не замечать. И вот сейчас убрали эту стену, разобрали. И прикиньте, вагонку по новой наклеили, потому что та вагонка уже вся в дырках была. Прикиньте, я, утром ушла, приезжаю, уже стена разобранная и новая вагонка қағылған. Аппақ, evet. Вообще матур болып қалды зал. Ай-яй-яй, красота. Наконец-то. Мен прям шухадарым қайғырғайным, шо стеналары. Я купил новый сорт кофе, я не знаю, вот это. В пятерочке взял, по крайней мере. Хотим попробовать разные вкусы кофе, потому что в котором мы заказываем кофе, уже нам такое ощущение, что чуть-чуть поднадоело. Ну, это обычный, зачем? Ну, это что мне, рекламу что мне делать вот это? Монарх, короче. Монархический кофе купил. Вот, много не буду высыпать. Сейчас попробуем этот монарх. Монарх вот стоит вот этот килограмм 1400 или 1500. А наш, который покупаем, он стоит 2500. 2500? Да, вот элитный кофе, как считается, один элитный кофе вообще. Кило 2500, а этот 500 может. 1500, 1500. А вот 1500. Ну, опять вкус надо попробовать. Вдруг у него и вкус на 1500. Он темный, курнептера, темная обжарка. У нас же кофе он посветлее, понежнее. А это он темный. Сейчас попробуем. Надо пробовать без сахара всегда. Ну, сейчас непонятно, и сравним две чашки. Так что не переключайтесь, подписывайтесь. Все, друзья, кофе готово. Так, вы сначала подпишитесь, поставьте лайки, потом я вам скажу, какой кофе вкуснее. Если лайки не поставите, вы не услышите. Потому что YouTube-блогеры всегда так начинают. Как я смотрю YouTube, типа, подпишись, поставь лайк, алгоритмы типа YouTube так работают. Вот. Ну, это, наверное, не так, все равно же это в рекомендациях выходит. То, что ты смотришь, вот, допустим, я какой-то смотрю, там, пельмени, туда-сюда. Ну, уральские пельмени. Уральские пельмени. Они автоматически начинают выходить. Это нельзя говорить, кажется. Вот, все. Кто поставил лайк, вот это. Вот так. А это кофе вот так. И вот старый попробуй. Харам да помогает. Смотри, попробуй. Он какой-то приторный вкус. Приторный вкус, або нежный рах. Это нежный. Вот поэтому это кофе на 1500, это на 2500. Вот это сыпучий гумак. Ну что, не, просто вкус одинаковый, что сыпучий, что не вкус. А в капсулах она это менее, бля. Монарх туалет говорит. Они менее. Проблемно. Жардини не любим. Жардини. Ну в капсулах кофе вкуснее, блин, Альберт. Итак, друзья, мы пришли к выводу, что кофе на 1500, который килограмм, он на 1500 вкус. А кофе, который больше 2000, он стоит, у него вкус на 2000. Если кофе там будет на 10 рублей, у него вкус будет на 10 рублей, наверное. Так что ты не заказать
Я его заказал, он должен прийти. У меня эссе. Эй, тихонько, кішерге куда кейде кофе заказать-то? Альбер, Ну. ая, барана. Кельмяга не, но вон келя деген, пути на фон будущее. Так что, друзья, вот так. Вот, нам это рекомендовал Рамиль, вот такой кофе, он итальянский чисто, его в Россию не выпускают. Вот, и он в Озоне только есть, в Альберсе его нету. Сохнет моментально, 10 минут и все. Высыхает. Между первым и вторым слоем, ну, можно подождать полчаса, если не лень. А так можем сохнет 10 минут. Вот, но вот эти стены у нас покрашены уже 3 слоя. Они в 3 слоя, все стены уже. А эта стена 2 слоя. Вот. Но краска дорогая, сразу вам говорю. Ведро стоит больше 6 тысяч. Вот это 9-литровое. Если любая импортная даже краска стоит там 4-5 тысяч, это больше 6 тысяч. Но качество этой краски, она намного лучше. Потому что Синежини продают в основном где банные магазины. То есть им красят бани внутри. Вот. То есть она безопасна в основном. Вот. Но я не любитель в бане что-то красить, потому что это все равно химия. Все равно, хоть ты что не сделай, я дом крашу. Многие, короче, спрашивают у меня, типа, что, Урал вернулся, что ли? Как блудный сын вернулся, что ли? Нет, Урал не вернулся. Урал работает сам на себя. У него есть своя команда. И он снимает на заказ рилсы, рекламы, клипы, сниппеты. Ну, вот такие вот вещи. И вот я его команду нанимаю. Когда мне надо там снять рекламу, вайны, я одна не справляюсь с таким объемом работы. Потому что я же говорю, сейчас опять вам буду жаловаться. Ну что, я могу кому-то пожаловаться, Нямбаша? Я тоже вообще-то люблю жаловаться, Итырге. Телеграм Нямбаша добавился. Из-за того, что, мы нормальную рекламу сейчас блогеры не можем делать, приходится нам нормальную рекламу в Телеграм выкладывать. Из-за этого приходится сейчас Телеграм вести, Нямбаша. ВКонтакте, Ютубе. 4 площадки очень тяжело мне вести. Я вообще не справляюсь. Почему-то люди сейчас начали думать, что мне монтирует Урал. Да нифига подобного. Все это я сама монтирую, между прочим. Сама выкладываю. Оказывается, даже многие думают, что мне кто-то сидит, выкладывает сторис. Многие, кстати, блогеры удивляются, когда я говорю, что я сама монтирую свои сторисы и сама их выкладываю на всех площадках, да. У многих блогеров глаза на лоб лезут. В смысле, ты сама одна все это делаешь? У многих блогеров есть помощники, есть даже люди, которые сидят, выкладывают, еще отвечают в директе. А у меня, Нямбаша, никого нет. Вот у меня тут целая коробка тушенки. Я на Wildberries всегда заказываю. Очень вкусная тушенка, кстати. Это у нас говяжья тушенка. Положу, короче, одну говяжью тушенку и вторую конину. Попробую так положить. Еще ни разу не пробовала смешивать в супе. Как получится, не знаю. Так вкусно пахнет. О, смела. Нифига себе, тушка так отмага. Офигеть. Так, это у нас что? Конина? Да, я обожаю конину. Бляха-муха, так вкусно. Мне некоторые люди пишут, типа, бляха-муху не говорите. Это матершинное слово. В каком месте оно матершинное? Бляха-муха. О, бульон просто обалденный, Дуфтар. Это просто прямо аж опьянело от бульона. Только соли не хватает чуть-чуть. О, бомба. И еще лаврового листа не хватает чуть-чуть. И еще черного горошка не хватает кругляшком. Так прям положу, чтобы аромат. О. Ну все, теперь все готово. Ва. Я прям чувствую себя бабой, поварихой. Когда рассказывали вот это стих Пушкина о царе Салтане, там же есть и баба-повариха. Когда вот так вот кто-то рассказывал, я сразу почему-то себя представляла. Прикиньте. Веселый, яркий, насыщенный, вкусный супчик, картофельная похлебка из тушенки получилось. Видали? Красивый, да? Сколько мяса тут. Ну тут мяса больше, чем картошки.
Больше не говорите, что у меня нет в супе мяса, когда нету. Өтті тияқ қабырғас, мен, значит, бұяққа барам. Блин, біріме көрінмейді ақы. Үйін көре оғанда қорқыны Ну, серілді. тогда сухой куда на Юрий машина не кірді бойка, сухой оценится и за следующее лето, бля. Юрий керек нәрсе, біздің почти Юрийға, Ну, и что, мен қорқыны істеп айтырға не имею права, что ли? әдетпейді на қорқыныс деп. Біздің патриотик дейін авар қорқымайды. Біздің, конечно, біздің қорқыныс деп, не деп келден өзіңнің. Нифига меня қорқыны істепе. Я молодец. Я шумахер еще тот. Спортсмендар правильно мәдениет, что мотивировать алар. Мы смогу, сможем. И потому что ты говоришь, өзің тегіне настраиваешь сразу же. Итак, короче, друзья, мы приехали на шофе. Освещение должен был сделать Вячеслав. Пришли принять работу. 4 утра закончили. Вячеслав, это что, нам гостиница, что ли? Да. Нифига себе. Зачем? А? Ну как это? Чай попить. Ну что, как вам вообще результат? А мы даже, я еще не смотрела даже. Да? Ага. Вот сейчас я вам покажу, как Вячеслав сделал нам афрейм, освещение. Как это называется, я забываю вообще. Вот, смотрите, как теперь горит наш домик. Как тебе? Красиво. Красиво, да? Ух ты, вообще, совсем другой вид сразу же, да? Вообще. На дом Грю. Да, да, очень классный. И вон, смотрите, даже этот там сделал, где беседка, достар. Сбоку тоже, посмотрите. Ах ты, вообще круто. Так красиво смотрится, Азалия, на камере, посмотри-ка. Да, так уютно сразу стало. Так красиво. Офигеть. Совсем другой вид, да? А то такой мрачный был, серый какой-то. А, спасибо большое. А чё, Чан? А? Чё, Чан? Начало на это не хватило просто неона. Не знаю, я как будто высчитал ровно. А как ты будешь последний чем? Ну на самом деле, ну не знаю, просто тут провод привести нужно. И так, в принципе, Да? можно. А чё, Чан, я на тахал. Да, Да. лежишь и светишься. Кстати, я даже подумал, не знаю, вчера, когда просто у нас неон здесь лежал Ага. по брусчатке. Ну, то есть... А, по брусчатке пустить? Немножко поруганил, коридор, короче, тоже интересно смотрится. Не Да? знаю. Ну, потом видео покажу. Блин, у нас кроты завелись, походу, дело, точно? Не было же. Это у нас кучек не было таких, Я бля. смотрю, кроты. А еще со сапиком, походу, дело, крот. Мы на бухе это думаем. Ну да, смотри, две большие кучки. вижу, да. Еще соскана уртахана, блин. Поход дела. А что, это бухак что Это я испугался вчера. Прикиньте, Вячеслав вообще лестницадан келіп түшкен. Ладно, ерін хындырмаған ең башы, блин. Да, там небольшой высоты. Потому что дольше шел, блин, подскользнулся. Уфалам, я так испугалась, думаю, не буду. Ладно, говорю, ничего не сломал, блин. Ай, как красиво, да, Достат? Еще потом мы вот тут вот снутри еще поставим эти лампочки, хочу поставить. Вообще будет красота. А, это на дорожке. Кинул, а если именно по дорожке, по самой, по линии, да, то есть это... прикольно будет. Да, если дорожки будут Как гореть. ее крепить на дорожке тут? Ну, так же, так посадить, нельзя нафига. Короче, вот тут дорожкаларда освещение старгаты. Вообще прикольно будет, да? Блин, домик совсем другой стал, Достар. Представляете, как красиво, да? Вообще так уютно стало, красиво. Очень красиво, Достар. Ну посмотрите, какая картинка красивая, прям сказочная. Все равно, вот представляете, вот такой вот уже пустили вот это, как называется, Вячеслав, как это называется вот это? Контурная подсветка. Контурную подсветку пустили и совсем совершенно другими красками заиграл дом. Да, ну правда же, ну посмотрите, совсем другой вид. А я еще вот тут навесные, как гирлянды есть, Да, перед Новым да. годом повешу. Красиво будет, Вячеслав? Шторы, занавес, да, очень. Да? Ну, то есть как раз они У меня именно в окна закроют, есть не будет смотреться. 50 метров. А кто поставит это? Мы сами сможем поставить? Шторы, занавес? Ну, Да. вообще, да, то есть там особо таких проблем нету, конечно. Но в любом случае там нужно будет натягивать, не знаю, там трос. Смотря откуда вы будете ставить, с этой стороны или изнутри. Изнутри. Да, Изнутри. Изнутри, если не ошибаюсь, там у вас уже выведена розетка. Да, вот розетки мы специально и вывели Мы туда. Специально ставили там. Мгм. А вы только вот нижнюю часть хотите или тоже верхнюю сразу? Полностью верхнюю часть тоже. Ага. Ой, Ну, Вячеслав, спасибо если- большое. Если именно, то есть, видите, штора, она именно спускается, то есть 2 на 3 метра, в основном бывают шторы. Вам же, видите, у вас здесь скос, и, соответственно, вам, наверное, будет гирляндой нитью, именно вот пропускать ее вот так зигзагообразно полностью ее вести.
чтобы полностью контур весь окна обвести. Вячеслав, я вам не отдам гречишник в гостинице. Да не курьер. Ну, с дэком мне адрес, да? Я с дэком. Вообще шикарно. Точно? Прям Мгм. в Питер туда. С дэк у нас рядом, недалеко. Только одну 3-литровую дам. Она не Да. 3-литровая, она пластиковая. Ага, Да, за глазами там просто себе и... Это шикарный. Да. Как раз этот мед, который у нас, он занял первое место гречишный мед Башкирии. Да. Вот у кого берем? У нее фары, у этого Део Матизика, фонарик у айфона лучше, наверное, светит, чем этой фары. Абсолютно не видно дорогу. Поэтому я Альберта попросила сесть за руль. Альберт говорит, это не ночная машина. Ничего не видно абсолютно, все ямы собрала я.